Так, на Шаман сходили, водички набрали. Едем дальше. Вот вдоль речек. Трасса Колыма. Может быть, когда-нибудь и здесь асфальт будет лежать. Ой, что-то разогнались мы перед поворотом. Там в районе Аймиконского, вот где граница с Аймиконом, часто олени бегают прям табунами большими. Ночью один раз даже чуть не позбивал. Передо мной толпа, как выбежала их табун, как море вот так вот через дорогу. Бежали, бежали, думаю, когда же это кончится. А так что-то, ну, следы какие-то есть, зайчьи там, и все, и что-то вообще мало следов. Куропатки есть тут, видать, следы бегают они тут.
Скоро развилочка будет, там связь есть, интернет даже есть. Сейчас по светлу даже успеем заснять черный прижим. Сейчас зимой по красоте ехать. Тут природный асфальт. Снежок укатанный. Летом, конечно, похуже. Намного хуже. И намного дольше едешь. Сейчас по-быстренькому получается. По природному асфальту. Сюда солнце не попадает, горы все закрывают. Что-то уже там, походу, мне эта связь появляется, уже смс-ки начали приходить. Жужжит телефон. Потом связь. Так, вот здесь сейчас на развилке связь. Потом будет на Кубе связь. Это я с сим-картой Мегафон. На Кубе связь. Потом в Уснере связь. И от Уснеры потом такая нормальная устойчивая связь будет только в Сусумане. Все, опять солнце. Проехали мы 568 километров от Якутска. Выехали 27-го вечером, практически ночером. Уже переправились поздненько. Ну а сегодня мы проехали 162 километра. Время 11:47. Миша, что, на развилочке тормознемся, своим позвоним, да, на связи, то что сейчас вот, потом связи-то опять не будет. Да, конечно.
вот поселочек Развилка виднеется. Сейчас я не знаю, тут, наверное, только вахтенный поселок получается, только вахтовики остались, наверное. Геологи. Да так, что работяги, наверное, там, водители. Развилка. Летом тут ключ бьет, водичку тоже можно набирать. Вот здесь вот труба должна торчать еще. Ну все, сейчас будем отзваниваться. Так, все, от развилочки поехали. Опа. Со своими созвонились. Так, по блокировочке постучали, потыркали кнопочкой, заработало. Никаких обрывов, ничего нету. По АБС-ке под корень провод, там стык такой идет, вот по стык этот, и прям под корешок провод отчекрыжило прям под корень. Но это уже сейчас съездим этот рейс, в следующем вот в гараж приедем, будем паять. Миша говорит, запаяет мне его. Вот. Говорит, паяльничек есть вроде. Все, а так все нормально, в принципе. Пока без потерь. Едем дальше. Такие пейзажи открываются у нас. Дальше еще тоже красиво будет. Ну, все нормально. Магадан 1430. Нежданка 90 километров. Сюда вот на Нежданку от ворот. Оп. Куда пошел? Тоже по горкам, по горкам, по горкам. Ну а мы продолжаем свой путь в сторону Магадана. Потом у нас будет отворот налево в Амсукчан, но это еще не скоро. Дня через 2, наверное. Загадывать тоже нельзя. В дороге становишься суеверным. Какие красоты. Каждый раз как первый раз. Среди таких мощных гор ощущаешь себя каким-то муравьем. Тоже поселочек какой-то вахтовый. Росавтодор.
Сейчас чуть-чуть погодя у нас будет черный прижим. Тоже засниму его. Начало перевальчика. Улавливатель тут. Уши помаленьку уже закладывает. Миша сзади догоняет. Это еще все поднимаемся и поднимаемся. Сейчас будем спускаться, и там знаменитая эта петля с мостом. Такие баннеры: тебя ждут дома, не торопись, и все такое. Так, включаем, наверное, горнячок сейчас на первое положение. Оп. О, вроде не подорвало. И начинаем спускаться. Черный прижим. Разгонять не будем, отпускать его. В самом начале начинаем притормаживать. Раньше дорога вот тут по низу маленько шла, и в одну машину вообще там было. Такие вот сетки стоят тут. Натянули сетки, чтобы при обвале камни на дорогу не вылетали. Ну, один фиг вылетает, вот видно даже тут камушки местами. В том году я попал с той стороны, перед черным прижимом. Лавина сошла. Стояли. Опа, разгоняет. Тормозим. На камеру не передать, конечно, это. Ниже скорость переключим.
Вторая молодость через шаговую пути. Всякие запчасти валяются. Сейчас видно, не видно, вот с этой стороны вот тут вот КамАЗ, или видать то, что от него осталось. Много машин тут побилось. И туда вылетали. Петелька. Нюкуня, речка Нюкуня. И всё. А, нет, его снегом засыпало. Ну, вот тут, в общем, КамАЗик лежит где-то под снегом. Вот, ну там доставать от него нечего. Прицеп и кабина вся в смятку, все там мята-перемята. Смысла нету его уже оттуда доставать. Сетки. Вот это был черный прижим. Весной скользковато в него забираться. Все подтаивать начнет, когда. Все, следующее у нас зайчью петлю засниму. Там ее, она сейчас пока еще есть. Но ее там реставрируют, короче, убрать ее, спилить хотят. Там работы прям конкретные ведутся. Сейчас по дню как раз, возможно, еще успею заснять. Либо на обратном пути. Ну, попробую сейчас заснять. Остановочка, стояночка. Останавливаться не будем, пройдем ходом. Скоро у нас уже будет зайчья петля.
еще помню, раньше что-то перевал были. Ласточки на гнездо. Сейчас что-то вообще ничего не это. Только петля еще осталась. Заячья. Что-то все поспиливали. Летом тут так быстро не поедешь. Тут гребеночка местами такая, что, блин, все вытряхается в трусы. Потихонечку. Сухая речка Адьмоле.